Алтын Хатун, уйгурка, первая женщина, официально вписанная в хроники Юань как генерал монгольской армии. Родилась в 1255 году в семье уйгурской знати, близкой ко двору Хубилая-хана. Получила блестящее образование, говорила на уйгурском, монгольском, китайском и персидском языках. Воспитанная в уйгурской и монгольской военной традиции, она с детства читала уйгурские рукописи, слушала рассказы о подвигах предков уйгурского каганата и мечтала, не о свадьбе, а о победах. Она изучала трактаты «Военное искусство» Сунь-цзы, но больше всего любила боевые учения Чингисхана. Говорили, что юная Алтын могла из лука поразить монету с 20 шагов, верхом на лошади. И она получила свой шанс. В 1290 году Янчжоу, богатейший город на Великом канале, через который идут тонны соли, шелка и фарфора, грабят японские пираты Вако и сторонники свергнутой династии Сун. Город на грани хаоса и погряз в коррупции. И тогда Хубилай делает невероятный шаг, назначает правителем женщину. Двор пребывал в растерянности. Но Алтын встала, взяла ответственность на себя и сказала: «Они говорят, что женщина не может командовать армией. Пусть скажут это тем, кого я уже победила». И в 1295 году она возглавила оборону Янчжоу и спасла город. Как она это сделала? Во-первых, собрала речную флотилию с огнеметами. Да, в 13 веке уже были ходсан, прототипы огнеметных устройств. Она собрала гарнизон из местных солдат, ушедших в тень во времена смуты, и лично вела боевые тренировки. Во-вторых, использовала хитроумные ловушки. Алтын Хатун построила ловушки на реке, используя старые баржи, наполненные смолой. Когда корабли пиратов вошли в бухту, она приказала их поджечь. Половина флота пиратов сгорела, остальные сдались без боя. Алтын Хатун получила титул «Военная госпожа Янчжоу», и что впервые была официально признана как генерал армии, несмотря на то, что была женщиной. Такие титулы обычно вручались только мужчинам. У нее был муж, уйгурский инженер и астроном, которого она всегда называла «мой главный советник». В одном письме она пишет: «Я должна командовать, а ты – рассчитывать, как солнце движется по небу, чтобы знать, когда начинать сражение». В личных письмах, найденных позднее, Алтын пишет: «Я командую, потому что никто другой не решился. Я веду за собой, потому что не могу ждать, пока кто-то другой возьмет на себя мой долг. Я Алтын, дочь уйгурской земли, и мой голос не слабее мужского». Алтын Хатун была не только воином. В 1302 году, когда наводнение разрушило тибетские монастыри, она организовала поставки зерна и лекарств. В письме к настоятелю Саки Пандита она написала: «Как луна отражается в воде, так милосердие Будды должно отразиться в наших делах». Она финансировала переводы буддийских текстов на уйгурский и даже построила в Янчжоу буддийскую ступу в смешанном уйгурско-тибетском стиле, символ единства культур. После окончания службы Алтын Хатун ушла в монастырь в горах, где преподавала девушкам военную стратегию и каллиграфию. Она учила их не только стрелять из лука, но писать свое имя. Твердо, гордо, вертикально, как ствол дерева. Она говорила: «Каждая женщина, как дерево. Если нам не мешать, мы вырастем в густой и сильный лес». Алтын Хатун – это уйгурский символ. Символ того, что уйгурские женщины воевали и правили даже тогда, когда это считалось невозможным. Современные уйгурки в Кашгаре, Турфане и Урумчи гордо возводят к ней свои генеалогии. В уйгурских легендах она – Батыр Хатун, храбрая госпожа, воительница, которая лично победила сотни пиратов. Устные предания могли преувеличивать ее подвиги, но факты ее назначения генералом армии и победы над пиратами подтверждаются официальными записями. Ее подвиги при дворе в Хан-Балыке записал историк Рашид ад-Дин в книге «Деяния Алтын Хатун» и назвал «Женщина с умом Чингисхана и сердцем Бодхисаттвы».